чашки, ложки. Внизу хранились крупы, сахар и прочие, так сказать, вот, предметы легенду бакалеи. расскажу. Да. И расскажите легенду. Внимательно слушаем. Так, вот здесь спрятала бабушка Екатерина Никитична сахар. На ключ. Ну-ка, подскажите, как можно попасть внутрь шкафа горки без ключа? Сейчас, Давай. Мы тоже знаем. Молодцы! Так вот, папин старший брат Ваня Шиболкин был очень хитрый. И вот таким образом он воровал у бабки сахар. Вот таким образом. И еще одна легенда у Евгении Петровны, вот Ирина тоже знает, и здесь даже деньги есть. У Евгении Петровны бабушка Екатерина Никитична когда-то была молодая красивая женщина, она работала у архангельского промышленника, ну, хозяйкой или как. Нет, она работала горничной у какого-то богатого судовладельца. Ох ты! Вот, и, ну, коми-женщины же очень порядочные, то есть, а судовладельцы-то денежные люди, в общем, собирались вечерами с мужчинами, в карты играли, коньячок. Короче, утром Екатерина Никитична убирает, и там денежки-то находит, собирает, и все куда-то складывает, а потом утром отдает хозяину. И вот в течение нескольких лет так все это было, и когда Екатерине Никитичне пришло время уезжать, увольняться, вот этот вот хозяин ей вот дал шкатулку вот с этими деньгами, которые она собирала, вот убирала после вот этих вот вечерних посиделок. Представляете? И вот на эти деньги был построен вот этот наш родовой дом, и в котором вот родился мой отец, и все его братья и сестры, и можно сказать, и мы с Евгенией тоже родились вот в Ильгардже, и после роддома нас привезли туда. К сожалению, вот не сохранился вот фото нашего дома, да, но я постараюсь найти где-то все равно должно быть на общих семейных фотографиях, вот фотография вот нашего дома. Дом на Каликова, конечная остановка, дом 157. Это в конце, да? Да. Ну и обычно уже замученных посетителей Муравьев загружает последней легендой и потом говорит: все, можете быть свободны, но если вы не напишете отзыв в книге отзывов, то я вас не выйдете отсюда. И последняя легенда, рассказываю и освобождаю вас всех. Сладкая история семьи Щенниковых. Это написал один из наших посетителей, прямо вот своей ручкой, вот получается, и у нас вот такая книжка уже собралась, тут и Светлана Андреевна тут писала легенду, как-нибудь буду начинать рассказывать легенду у Светланы Андреевны. Значит, детям обычно я говорю, все продукты на зиму покупались осенью, спрашиваю, почему осенью, они мне потом отвечают. Ну а вип-персонам я уже это не задаю, но... И вот, отец большого семейства купил сахар на зиму в мешочках. Тогда продавался он в головках, и я вот не видел, а вот может быть кто-то из вас помнит эти головки. Да, значит, в этих мешочках, и вот... Отец этого семейства положил эти мешочки на печку, чтобы не отсырел сахар, а дети решили втихаря одну из головок съесть. Съели, а потом опомнились, что отец-то их может за это наказать. И тогда они что сделали? Они взяли деревянную болванку, положили в этот мешочек, перевязали ленточкой и положили в самый дальний угол печки. И вот тут я начинаю, значит, прямо по тексту. Весна. Отец достает, возможно, последнюю головку сахара. Когда отец обнаружил подмену, он бросился к купцу, у которого покупал сахар, устроил ему скандал. Купец же устыдился, сильно извинялся, просил не разглашать эту тайну в кавычках и заменил полено на настоящий сахар. Так купцы дорожили своей честью, репутацией, чем-то, именем. Да, вот. А дети навсегда запомнили, что такое бесчестный поступок, и больше никогда не плутовали. Спасибо. Свободно.